Этот лесной массив в Алкуне со вчерашнего вечера превратился в место дислокации оперативного штаба. Именно по этой тропе еще прошлым утром 17-летний Имран Барханоев вместе со своими двумя товарищами отправился в лес собирать черемшу и не вернулся. Проверка связи. Сигнал о пропаже поступил в дежурный центр регионального управления кризисных ситуаций МЧС. В тот же вечер спасателям позвонил брат пропавшего, сообщил, что Имран не вышел на условное место и потерялся в лесу. После 5 вечера Имран наконец связался с матерью, но сказать, где именно находится, не смог. В этой местности он оказался впервые. Первый раз в бисана шица туал чан хатиха чана шаловануса кугушти отбуса тиморости хайсун тяна лят улсу кузвижа йогуртсу кадавр дедатса сирен шица туал чан тихайцу по связи вян вахтас. В администрации по месту требования и в спасательных отрядах региона группа также не регистрировалась. На месте поисковых работ задействовано более 100 спасателей и 15 единиц техники. Работаем посменно. Поэтапно обследуем территорию. Мы уже, можно сказать, квадрат 30 на 30 километров практически уже проверили. Возможно, он отклонился от маршрута. Может, он опять выйдет, поэтому мы повторно уже опускаем личный состав. Также у нас местные жители очень помогают, которые, кстати, места хорошо знают, они нам помогают, сами уходят туда, где они последнее место на его, где как его видели, которые с ним находились ребята, они тоже выдвинулись, тоже ищут. Последний сигнал от пропавшего поступил сегодня утром в 9 часов. Но, как говорят сотрудники правоохранительных органов и работники Центра спасения, из-за того, что на этой территории нет связи, определить точное местонахождение парня они не могут. Поиски ведутся непрерывно. Надеемся на... главное, что он на связи, жив-здоров. Надеемся, что в ближайшее время мы его найдем. К поискам подключается все больше местных жителей. Адам Хамкоев в лесу с прошлого вечера. Как Имран мог потеряться, не представляет, ведь здесь проходит только одна тропа. связи экстренный вызов телефон тихая. СД аздалши янда гожи ачига яхтск тхура тракторца. С начала сезона это уже не первый случай пропажи сборщиков черемши. Несколько дней назад на тихую охоту отправились 20 человек из Нестеровского и долгое время не выходили на связь. МЧС работали быстро. Пропавшие уже тем же вечером были дома. В отличие от Имрана, местонахождение которого пока неизвестно. Поиски продолжаются. Шарадат Хулухоева, Асхаб Белакиев, Новости 24. И вот буквально только что поступила информация, что пропавший Имран Барханоев найден сотрудниками МЧС с незначительным обморожением. На данный момент его вывозят с территории лесного массива. В ближайшее время он встретится со своими родственниками.